что, сейчас начинаем тренировку, пока кофту не снимаем, потому что холодно. О, тут, видите, в этой капсуле уже кто-то сидит. Ты в этой капсуле была, нет? Нет, ни разу. Нет? Не загорай. Что у тебя там? Шкафчик какой-то розовый поясок лежит. Поясочек, да, Это что, для чего? Есть. Что это? Пила. Пила? Да. Нахрена ты в шкафчике пила хранишь? Офигеть! Мне уже страшно, Аня. С каждым днем что-то мне страшнее становится с тобой вообще фитнесом даже заниматься. Фитнес-тренер, который у себя в шкафчике хранит пилу, Я тебя не вызывает обижу. сомнения. Я тебя, говорит, не обижу, блин. Это что за фигня, блин? Да я тут в морг на практику забиралась. Но не случилось. А пила у меня уже есть, понимаешь? Морг на практику зачем пила? Чтобы череп распиливать. Череп распиливать. И чё, Ну, блин? вдруг пусть лежит. Мало ли. И чё, Пути Господни неисповедимы. Фильм «Пила», блин, скоро будет, достар. Я скоро с Аней поеду с ее пилой в морг на практику, блин. Прикиньте, фитнес-тренер, который у себя в шкафчике хранит пилу. Короче, не приходите к ней попу качать. Я тебе У нее, больше скажу, у у нее в есть машине есть в багажнике еще одна. Ну, мало ли. пила. Да. Ёпарасоте. Блин, это нон-стоп, у меня геморрой вылезет точно. Смотри, у меня геморрой вылезет, обосраться можно спокойно. Спина. 6. 7. 8. Да, давай. Жопку напрягай. 9. Таз назад потянула. Выдох. 10. Это получается тебя любой момент, что ли, могут вызвать? Да? Нифига себе. Днем Сейчас ночью подумаю, не сейчас люди подумают, что ты девушка по вызову. Это девушка по вызову. Слушай, а может Поехали ты... со мной? О! А может ты меня с собой точно возьмешь? Давай. Мне, конечно, Если ты не испугаешься, конечно. Ну, мне В обморок не падать. Ну Ну, ладно, я тебя откачаю, если что. ну, это наша дырка из 4. Есть с собой у тебя, Нормально да? всё. Заманчивое предложение. Я за себя не ручаюсь, честно Ты говоря. посмотришь. Я боюсь, честно говоря, очень сильно боюсь таких вещей, на самом деле. И стараюсь такие места не посещать. У меня это плохо мне становится. Но предложение интересное, конечно, очень интересное. Потому что действительно человека с такой профессией я в жизни не встречала на своем пути, да. Да еще молодая девушка, фитнес-тренер и параллельно занимается этим делом. Это, конечно, очень интересно. Обожаю свою работу. Люблю. Безумно. Какую работу? Куда мы едем? Да, куда мы едем. А Я вот- получаю, как тебе сказать, моральное удовлетворение, что ли? Да? Да, от работы. Ты этот, как там, садист или как там? Следите за сторисами. Это будет трэш-контент. Когда я поработаю, у меня проходит головная боль, у меня проходит давление. Я прекрасно себя чувствую. Да? Да, даже так бывает, представляешь? Офигеть. Если они против... Здрасте. Смотрите, у Ани какой чемоданчик. Что там лежит, скоро вы узнаете, доктор. Огромнейший вот такой чемоданчик. Куда? Мы, короче, приехали на Цветочную, в морг, доктор. Представляете, мы вот здесь ритуальные машины стоят. И здесь тоже стоит ритуальная машина. Аня зашла в ритуальную машину. Как думаете, что здесь вообще Аня делает в ритуальной машине? Она, короче, Аня, кто ты? Скажи, пожалуйста. Тонатопрактик. А? Тонатопрактик. Тонатопрактик? Это кто? Аня, Человек, который погромче говори. Это человек, который достойно провожает людей в последний путь. Аня, скажи, что ты делаешь? Бальзамирую. Бальзамируешь? Хорошо. Красишь? Тонатом, как называется еще раз? Тонатопрактик. Тонатопрактик, короче, доктор. Что-то там что этот? Человек, что ли? Короче, доктор, я не знаю, как я туда зайду, я не знаю, что там этот... Там гроб, короче, стоит. У меня резинка на ручнике. Резинка на ручнике. Короче, доктор, представляете, это оказывается катафалк. И тут, короче, Аня что делает, бляха-муха, я уже все
Я забыла все слова. Короче, она танатан практик какой-то. А почему в катафалке-то, я не поняла. А почему в катафалке людей бальзамируют, ты не поняла? Красят. Потому что сейчас будет прощание в траурном зале. Ага. Вот. Родственники попросили привести тело в порядок. Часто ты так в катафалке прямо бальзамируешь? Крашу. Красишь? Да, бывает, А? да. Да, бывает. Да? А в основном дома, да? В основном дома, да. Офигеть. Попробуй сказать, Серега Арифов, знаешь? Короче, вот, начала она работать, Достар. Я сейчас сюда зайду, раз уж я приехала, я поснимаю. Вот чемоданчик Ани, да, и тут у нее косметика. Вот, смотрите, даже тени какие-то лежат, или что это такое, я не знаю. Это какой-то тонасорб какой-то, смотрите, антисептический, какой-то ароматизирующий абсорбент какой-то. И даже вот, смотрите, кисти у нее есть. У тебя тоналка тоже есть, да, получается? Да, есть. А это что такое? Даже мицеллярная вода даже есть. Спонжики. Там вот эта тоналка, смотрите, вот эта тоналка, кстати, я пользуюсь. Ты что, этой тоналкой, получается, красишь? Да. Это что, его из морга вот так вытащили и сразу в катафалк, и тебя сразу вызвали, что ли? А ты что, бритвы ты делаешь? А? На лице, что ли? Это что, прежде чем красить, волосы надо сбрить, что ли? А? Ага. Бороду убираешь, короче. Не бороду, там несколько волосин. Ага. Я смотрю, у тебя косметика-то не дешевая. Ну, косметика есть и профессиональная, и гражданская косметика тоже пользуюсь. Ага. А ты косметику, получается, не специальную покупаешь, а берешь, получается, как обычно людей красят, такую косметику берешь, да? Такой и такой пользуюсь. А что, есть профессиональная, которая... А? Да. Которые умерших красят? Да. А профессиональную где ты берешь? Заказываю. А где заказываешь? В Санкт-Петербурге. Я вообще даже не ожидала, честно говоря, да, что прям в катафалке вот так вот красят. Представляете? Как так? Это вообще очень странно, конечно. Аня, а этой профессии что, получается, учиться надо, да, чтобы вот так вот красить? Или любой визажист, колорист, там, кто там красит людей, тоже так же может делать? А? Нет, я А где специально обучают? в Новосибирске. Новосибирске? Да, учебный центр по крематории. Прикиньте, оказывается, доктор, есть учебный центр при крематории в Новосибирске. И там обучают вот такой профессии. И сколько стоит, Аня, вот так вот человека подготовить в последний путь? Медицины разные. Зависит от сложности работы. А какая сложность там? Ну, бывает всякое. Типа испорченное лицо? Там Ну, типа всякое такого? бывает, Да? да. А как бальзамируют людей? Специальным средством формалином, Формалином? Ага. А для чего вообще бальзамируют-то? чтобы приостановить процесс разложения. Прикиньте, я даже не знала об этом. А сколько стоит вот так, допустим, вот этот грим нанести? От скольки тысяч? Хотя бы скажи, от скольки? А? От 2000? Люди твоей профессии, они не прикреплены к ритуальщикам, что ли? А вы отдельно, получается, что ли? Вы, получается, на вольных хлебах. Да, И вас могут вызвать в любой момент. да. Всех красят? Нет, волей родственников, наверное, я думаю. Да? Мгм. А мусульман, наверное, я думаю, не красят, да? Ну, по-разному бывает. Да? Да. Мусульмане, получается, тоже обращаются за гримом. Да. Прикиньте, вот сейчас подошел этот ритуальщик и говорит, 16 минут у нас осталось. Говорит, ты успеваешь накрасить или нет? Говорит, прикиньте, доктор, все тут по минутам расписано, оказывается, у них. Аня, люди твоей профессии сколько зарабатывают в месяц? Это прибыльная профессия вообще? Ты знаешь, очень трудно найти работу на самом деле Да? в данной профессии, да. Почему? Конкуренция большая, что ли? А? Возможно, и так. Ну, просто с улицы ты не придешь Ага. и работать не сможешь. Знаешь, я не из-за денег здесь. Не из-за денег? Нет. А из-за чего? Просто я люблю свою работу. Эта работа мне приносит моральное удовлетворение. В эту нишу вообще очень тяжело пробиться. Тяжело найти себе работу.
большая конкуренция. Ну, думаю, если есть желание большое, то можно. Ага. А почему здесь в этой нише тяжело пробиться? Потому что тут большие деньги, что ли, крутятся? А? Какие эти вопросы ты задаешь? Ну а что, получается так? Прикиньте, доктор, оказывается, в этот бизнес, в ритуальные услуги не очень-то легко попасть. Помните, я вам даже рассказывала историю, когда снимала мечеть одного муллу, он тоже занялся ритуальными услугами, да, и он, конечно, не рассказывал сам, он сказал, я эту историю рассказывать не буду. Он, короче, решил заняться ритуальными услугами, мулла сам, и предоставлять братьям-мусульманам, провожать братьев-мусульман последний путь. Да, решил у себя прям при мечети создать такое. И представляете, на него наехали люди, которые занимаются ритуальными услугами, ну, фирмы, короче, на него конкретно наехали, они даже ему угрожали. Представляете? Они говорили ему, типа, ты ниже поставил цены, чем у нас. Почему, типа, ты не спросил разрешения у нас, чтобы зайти в этот район? Побили стекла на его машине, на ритуальной машине, прокололи ему шины, конкретно наезжали. Это о чем говорит? О том, что тут в ритуальном бизнесе работает очень страшные люди. Так я скажу, серьезные и страшные люди. Вот. Смотрите, что я сейчас увидела, да. Вот городская похоронная служба, да. Видите, городская похоронная служба, красно написано. И там же вот ритуальные услуги. Кстати, Аня, я хотела спросить, я вот давно слышала, что человек не успевает умирать, да, а ритуальщики уже знают, что они уже все отправились на небо. И Всех профессиональных скелетов я тебе раскрывать не буду. вот представляете, вот этого человека, да, вытащили вот отсюда с морга, загрузили вот в этот катафалк прямо рядом, да, вызвали Аню, ей прямо, мы на фитнес, когда тренировках были, прямо в зале, да, Аня позвонили, сказала, у тебя 20 минут, за 20 минут быстро надо закончить, ты свободна, нет, давай быстро приезжай и быстро, готовь человека в последний путь. И прикиньте, вот Аня сразу сорвалась, а я за ней. Я, конечно, не могла упустить такую возможность, потому что это действительно очень интересная профессия, очень интересная. А сколько стоит обучение, чтобы вот получить эту профессию? В Новосибирске ты училась? Училась я за 50 тысяч? Да. А сколько учат таких людей? Недолго. Недолго? Ну, недолго, это сколько надо учиться? 3 дня. 3 дня? 3 дня практики. Ага. А кто вас там обучает? Специально обучили преподаватели. А что, в Уфе нет такого, что ли? Нет. А? Нет, в Уфе нет такого. В Уфе нету? Новосибирск, Питер. Я еще планирую Чё? Еще планирую в Питере поучиться. Уже все получается. Получается, да. Спасибо за водичку. Блин, теперь я эту водичку... Нет. Когда я работаю дома, там уже я не тороплюсь. Я Мгм. приезжаю на адрес, Мгм. осматриваю тело, оцениваю работу. Мгм. Что входит в мои обязанности? Мне нужно тело помыть. А ты еще моешь, что ли, Да. получается? Полностью? Да, полностью тело помыть, Ага. если нужно, если это мужчина. Побрить, Ага, где-то, может быть, постричь. ага. Вот. Однажды меня мужчина попросил своей маме заплести косичку. Что сделать? Заплести косичку. А, Заплести косичку с ленточкой. да? Да, вот. Такое бывает. То есть я мою, бальзамирую. Бальзамируешь ты... Чем ты говорила? Да. Бальзамирую. У меня есть большой шприц. А как вообще бальзамируют-то? Ввожу раствор формалина. Куда вводишь? В тело? Да. Это чтобы тело быстро... Чтобы приостановить процесс разложения. А для чего это делать? Все равно же людей хоронят. Допустим, если это лето. А, лето. Да. Ага. Если, допустим, бывает так, что родственники откуда-то едут издалека. А, То есть понятно. нужно дождаться родственников. А, Вот. угу. Бальзамирую. Одеваю. Одеваешь. Одеваю, да.
А почему, когда ты одеваешь, вообще тебе никто не помогает переносить тело там, Я сама одевать? справляюсь. А почему родственники не помогают? Ну, родственники за это платят деньги. Чтобы Это моя работа, да. А, Нет, бывает помогают. мгм. Бывает, да. Ну тело же, оно тяжелое же. Я что, зря качалась, что ли? Обучение в Новосибирске, вот еще где-то там училась. Чему вообще учат? Только красить и все, что ли? Нет, не только красить. Как мыть учат, да? Мыть. А когда бальзамировать. моют, каким-то специальным раствором там моют, Нет, что ли? просто мыльный раствор. Да? И все, Любой, да? Да, Ага. любой мыльный раствор. Чему еще учат? Чему учат? Зашивать. Зашивать Однажды- что? Что зашивать, я не поняла. Что можно зашить? Голову после вскрытия я, например, зашивала. Когда Голову? привезли, да, в Новосибирск. Женщина. Вот. Санитары в морге зашили брюшную и грудную полость, а голову оставили не зашитой. А почему? Ну, я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Может быть, торопились или что-то. И в смысле голову не пришили и Нет, отправили? не голову не пришили. Вскрытие когда делают, Ага. получается, череп пилят. Как тебе объяснить? Не показывай на Ну, вот, себе. Вскрывают черепную коробку, А. мозг, для исследований дальнейших. Ага. Вот, извлекают. А после этого все нужно красиво сделать и вернуть обратно Ага. в предыдущее состояние. И ты, получается, еще зашиваешь. Я зашивала, да. Еще бывает, что нужно рот зашить. Рот? Да. А рот зачем? Ну, бывает, что он открывается. Открывается? Да. Бывает, глаза нужно Глаза? подклеить, да. Подклеить? Да. Чтобы открыты были, что ли? Чтобы закрыты были. Чтобы закрыты? Они, получается, открываются, что ли? Бывает, да. А бывает не открываются? Бывает, да. Бывает, не открываются. А чем клеите? Клей гелевый я использую. Это специальный клей? Нет, не специальный клей. Гелевый, обычный Гелевый клей? момент, да, клей. Момент? Да. Хороший клей, кстати. Момент клей хороший. Реклама клею момент. Да. Бывает, что просят сделать маникюр. Маникюр просят Да. делать? Волосы покрасить. Волосы покрасить? Да. Я не зря училась на столько профессий. Я еще парикмахер. Ага. Вот. Все мне пригодилось именно в этой работе. Будем готовить сегодня куриные котлетки с брокколи. Помните, в прошлый раз я вам показывала. Я их готовила в этом, как там, в аэрогриле. Сегодня буду готовить в духовке. Хочу попробовать, как получится же в духовке. В аэрогриле все равно, конечно же, получается вкуснее. Тут, короче, лук он не шел, но на этот раз я решила сделать, попробовать с луком. Через блендер все пропущу. Я взяла куриный фарш. Он был жидковатый, потому что на этот раз это покупной куриный фарш. Я у фермеров казанских покупаю. Поэтому я добавила чуть-чуть муки. Ну ничего страшного, муку можно добавлять. Мы раньше так делали в столовых, когда фарш жидкий был. Короче, пропускаем еще брокколи. Смотрите, какой красивый цвет. Вообще, да? Вообще прикольные получаются котлеты, между прочим. С брокколи, с куриным фаршем. Очень интересный вкус. Я даже не ожидала. Я думала, получится какая-нибудь какашка, а получилось нормально. Смотрите, сколько брокколи. Я боюсь, что у меня котлеты сегодня вообще зеленые будут. Смотрите, какой цвет получился. Это вообще, да? Хатарский дал. Очень странные котлеты получились на этот раз, потому что я добавила слишком много брокколи. Не совершайте такие ошибки, как у меня. Ну ладно, Виталий, еще не попробовали, Виталий. Может, они наоборот вкуснее. Но цвет, конечно, очень интересный. Зато веселый цвет. Поставлю в духовку. В прошлый раз я готовила в этом, как там... В аэрогриле они получились очень сочные и вкусные. На этот раз я в духовку поставлю, потому что в аэрогриль не умещается. Папа, ну ты давай уже это аккуратно поем. Как слюнявчик. А то, блин, папа переживает, что у него видно все. Все, теперь не видно твои титьки.
Вчера, короче, Достар Альберт впервые в жизни мне сказал спасибо. Потому что он вчера гулял немножко, праздновал, и я его на машине туда-сюда возила. И он такой довольный был, прямо как мартовский кот. У него такое настроение было. Потому что я его то в одно место повезу, он там погуляет, потом в другое место, он там погуляет. И он такой довольный. И когда ехали домой, он говорит: Илюша, рахмет, рахмет. Или не смеем. Мне так хорошо было, не смеем. Это и самим. Ага, уже и смеем. Ну что ты говорил такое? Да, ну что-то такое говорил. Ну, короче, впервые за 16 лет я услышала слово Милюша рахмет. Прикиньте, я даже обалдела немножко. Да? Угу. А что сегодня рахмет не говоришь? Ну, блин, Ничего посмотрел. Өтел сыпыраги. Менің өтел сыпыраги икенсі қатынардың өтел сыпырагынан отличается. Скажем же уже. У меня стерильный. Мамина тряпка Даже чище, не- чем твое лицо будет. Даже не пахнет. Мен күніне 2 штук алмаштырам, между прочим. Ектансак біреуді алмаштырам, кескен екіншін алмаштырам. Я приехал на мойку в Иглино. Хотел помыть Матис. Стал в очередь. Сзади стояла Нива. Перестроился сюда, чтобы Нива лучше перестроилась за мной. Налево, короче, свободное место было. И вот освободилась пост мойки. И этот Нива захотел туда заехать. То есть он стоял за мной, он видел, что я перестроился. Вот. И как бы еще нагло. Я ему посигналил, заехал вот так, блин. У них никакого уважения к Матизу. Остановился, потом заехал Нива после Ну, меня. потому что они видели, что там И- туфелька нарисована, знак И, чайки. короче, вышел парень и начал, типа, ты же, говорит, налево перестроился. Там, блин, чтоб тебя вон пропустить. Ну, то есть, люди, и когда видят Матиз, хочу сказать, неуважительно относятся к этой машине. Особенно мужики. Вот Альберт теперь знает, как относятся к женщинам, которые ездят на мотизиках, на маленьких машинках со знаками туфелька. Ойрат, сен екеуі Динарға бер. Вы вообще молодец. Татарстаннан келіп. Представляете? Гульшат Хадимовна, Хайнар Салям от башкирской дома хозяйки. Partiyadan bakıyoruz Rihana'nın kapısını. O zaman ben güzellik, sağlık, böyle Итак, дорогие друзья, Иням бассейн минуты жир, Ин Альберттің пивоны жирме? Хочу сказать Давай. огромное спасибо. Итак, дорогие друзья, наконец-то мы прорвались через толпу отдыхающих, көңіл асылсылар, бында басып алғандар, рахаттанып көңіл асалар. Саққа вот бында қыздар іргене келіп еттім. Кстати, вот эти две наши ученицы. Как зовут? Гульнур. Гульнур? Гульнур. И когда Гульнур, что ли? Офигеть! Все, желание загадываю. Пускай у меня все будет хорошо. Халлық, итәрлік, туғандарыма халлық. Прикиньте, iki Гульнур, менің өңей ученицаларым, учились, которые на менеджера маркетплейса. Ёпарасоты! Камераю! Пришли специально, чтобы посмотреть мое выступление. Представляете, мы Достар Азамат их привел. Куратели, Урал, Азаматте. Ты тоже пиво пьешь, что ли? Қарағат бұлар екі кофта киіп алғандар, біреш! Вы что, в одном магазине, что ли, закупились? Я вообще впервые вижу, чтобы Азамат пришел на концерт посмотреть мое выступление. Вы почему пришли на концерт? Ну потому что вы здесь будете петь, хочу послушать вас живьем. Азамат приехал посмотреть, как я лоханусь. Че, Хасан, как дела? Че не танцуете? Че у вас? Ага, я сейчас буду выступать. Вы увидите мой стыд и позор. Эй, давай заехали. Любой давай. А, это ваш, что ли? Итак, мы находимся в вип-гримерке. Максимилиан Достар. Тут прибыла знаменитая чита запыхавшихся набивах. Потому что он на самом деле этот поет вживую. Да, да. Тяжело петь вживую? Тяжело. Сөздерін ұнтасың, да, тұрмыс жерін вроде бы уже столько лет, да, пою. Ага. Уныттым, ладно, вот публика меня поддержала, рахмет сізге. Кто пишет тебе песни?
Разные авторы. Да? Да. А как находишь этих авторов? Вот, допустим, у меня проблема найти эту песню хорошую. Они сами на меня выходят. Да ты чё? Да. А чё на меня не выходят авторы? Я не поняла. Почему это Юлия Набиева автор выходит, а на меня никто не хочет выходить? А почему, как ты думаешь, почему на меня авторы не выходят? Боятся, что я типа испорчу песню, что ли? Юринда алай дейме, білмейм бит милеуші айта алмайм. Білмейм. Вот у Юли все красивые песни Духтар. А у меня, блин, так себе песенки нямбаши, Ай, блин. Димейнде. А это не потому, что я всегда правду говорю. Она даже Урал машин геликоптера Курмегис, что ли. Все знают, что это так и есть. блин. Между прочим, у Юли Набиевой очень много интересных историй и трэшевых историй. У нее очень интересная судьба, между прочим. Поэтому я хотела сделать с ней голую правду. Кстати, голосуем. Голосование оставляю. Кто хочет, чтобы Юлия Набиева и Морган были у меня в голой правде. Голосование, Ауыздан голосование. кіріп көттен шығасың енді сен. Кто не отдыхал с Миляшей, тот не знает ее. Ой, мы так отдохнули в Казани, это был просто трэш, да. Уже икенші ел дейтесің шақырасың аймен. Давай как-нибудь дату выберем, а Рустам бы приехал. Давайте, сделаем. Ладно. Но артығын сұрамасың. Не dedi ben артығын ұрарға яратам дейді, ты Очень что? много информации знаешь. Я много чего знаю, меня даже это скоро могут покушаться на меня. Вот это, блин, Аламахтан, това. Морган, давай, расскажи-ка, ты вообще как вы вообще запела? И кто-то Хин запел, а потом Юля запела, или как это было? Бірінші мен. Даже Морганға сами авторы выходят, а мен какой-то, ней. Тыныштаналы. Мен ашыра житті міне. Ой, это прости, блин, брат, она ведь такая. Сен давлен көтердің ма? Так, нормально. Все нормально? Давление куда-то ошо трясется кубышка. Ты знаешь, почему я ставлю кубышку вот так? Не знаешь, да? Микрофон этіп. Вот так надо, да. Ты знаешь, почему я кубышку вот так ставлю? Не знаешь, да? Потому что, знаешь, когда вот так кубышку ставишь, натягиваешь, и вот это немножко морщины вот так натягиваются. Ысқындырып қарай. Я ысқындырған уже, что сложно. Да, когда вот так натягиваешь. Скотч қоймайсың былай. Вот скотч, корок, действительно, бульдог. Она меня вся обзывает бульдог. Давай, Морган, Италия. Первый ты запел у вас в семье или запела Юля? Я. А, ты? А у тебя основная профессия какая была? Колхозник. Колхозник? Все правда, что ли? Енді колхозник, электрогазосварщик. Электрогазосварщик? И что, ты в один день решил запеть, что ли? Как так получилось? Ну ты же популярный, блин, у тебя же песни красивые. Біз теге блогерский вечеринкаларға йөрей башладық қой енді. Ага. Өзіміздің бір фишка болсын деп, шуңа жыр шығарыға болды. Шулай сұрақ та иптештерден, в итоге шул қайын деген жыр шықты. Ага. Анар балашақ енді. Ага. А потом Юля, значит, запела. Попозже, там дүрт жыр шығардым бұға, анар Юля. А почему вы в дуэте не поете? Есть у нас дуэт. А, только один, да? И выступаете всегда вместе, да, ходите? Ну, Всегда вместе. Ага. Короче, Егер білен қатын болғаш бірге оларға түшкі ойнаған. конечно. А менің үйі отдельно лағайда отыра, прикинь, а мен бұнда бір өдім үйрейм. Ол қайдасың, мұнда ма? Ол лағайда шындай. Пиво қойсам? Пиво. Шайын, сен зарлы Ты хочешь, иди к нему Сен присоединись. зарлы мұны? Я за рулем, у меня Матис же есть. Ол Разноцветный. көбіше. Максименкодан хатып алды. Матис. Шайын мұны? 200 мыңға ма? Жөлдер білі. Слушай, я лох? Вы слышали, друзья? Морган айтты, что мен лох, потому что хатып алғаным Максименконы Матизды 200 тысячка, которую он продавал за 100 тысяч. Сол қиыны өскен шақта Ес қойларды қалды екен Сол ойында талар өсе Аяулары яғып екен Талар артында балаша Әйтірсін хаванда кетен Сол ойында талар өсе Обязательно мунсаберге түшәуді. Үсеудеп, и голый правда снимем. Башта поддержка жасатары, анарымы шәкірі бірге. До подтяжки надо, потом полгода мунсап жүрге ярамай. Ты чё? Полгода мунсап жүрге ярамай. Негіне көресек бұлтан, жай. Ага. Елей ма? Нет, бүтін дүние көресек, ты чё? Вот, доктор, понимаете, оказывается, Максименко меня надул с Матизиком. Прикиньте, это Морган мне сказал. А вот и как раз. Ты чё меня надул? Мне Морган сказал, купи АКУ. Я бы взял бы АКУ на механике, и пришлось бы тебе кататься на этой какашке на механике. Так что скажи спасибо мне, что я взял Матис на автомате. И продал тебе, да? Вот, смотри, что мне наезжать-то. Ну вот это они же, они. Татардар, это они специально иріштіртәлер специально. Это башқұрттар ирішібітіндер дейді. Ала специально келгендер бұнда, между прочим, не говори, вообще білмеймін, я тоже не знаю. А, кстати, имя меня придумали Анжелочка. Маржушка, что ли? Ничего, татардар тоже бәрі башқұрттар Анжелочка. А тебя авторы сами находят или ты сама находишь? Сам обращайся. Сама находишь. Ақша төлеймін, да?
Акча төлөйм да. Илле мең белән. А, кстати, песня сколько стоит? Сколько стоит? За сколько покупаешь? 50. Все, ладно. Ага. Морган, ты за сколько покупаешь песни? 50-60. Ага, спасибо. Песня, ага, понятно все. Да, слушай, вот, кстати, авторы продают свою песню, да, за 50 тысяч, плюс еще надо записать. Сейчас узнаем у Анвара Нургалиева, за сколько он покупает песни. Анвар Агай, Ау. скажите, пожалуйста, вы за сколько покупаете песни? Песни, Ага. они бесценны. Не, ну серьезно, вот звездам за сколько продают такие хитовые Но песни? звездам дороже иногда. Да? Конечно. Ну сколько вот примерно одна песня, средняя такая стоит? Средние, ну, скажем, от 100. От 100? Да. Шоклама кебек. Или соңгы сөймекен жыр Ага. меңе біресе язып берсе, Ага. мен аны X5 калам. Это X5, это сколько? Это сколько X5? 500 тысяч? 500 тысяч? А, 300 тысяч, да? Ну да. Нифига себе. А когда были? Нет, зачем? Я его и за 500, и за лям готов купить. Главное, чтобы он хитанул, как минимум и кежером. А откуда автор знает, что это хитовая песня? Он не знает. А почему тогда так дорого продает? Зачем? Нет, зачем? Он не продает, он же как обычно продает он. Ага. Хит, блин, обычно же быть бертугуль. Получается, вы когда покупаете за 50 тысяч, допустим, да, Да. а потом, если она становится хитом, вы доплачиваете? Нет, ему что-то? инде. Нет, да? Нет, я просто сам готов. А. Если меня берется шумды жир язса, А, я. Ага. хит шумды. Ага. Мин готов языр. Тулерга X5 даже. Понятно. Ну, это скажем, если 100 тенге, значит 500. Ага. Вот. Но главное, он должен стрельнуть, и чтобы паровоз как была Трюгич, Ага. Урал Тауларын Урап. А чтобы Там песня стала хитом, это зависит от автора или зависит от певца? Он да шагайр, композитор, жирчи, аранжировщик. Вот 4 составляющих. Ага. И клип Урал Тшерген. Ага. Вот, Вот. бедерно это зависит. Конечно. А не бывает такого, что вот какой так себе песенка, а певец такой так разрядил, так спел, что аж прямо хитом стало. Запросто. Да? Барса Аллах колында. Ага, ладно, рахмат, Анвар. С вами была мега крутая звезда Анвар Нургалиев. Тоқтар. А сейчас мы все-таки немножко нервыгын ашавалап Рустам Агай Гизатуллинден. Я слышала, что вы начали татарам песни, как там, чуть не сказала, рисовать, писать. Морганға алып берген хығы. Морганға, значит, хит алып берген хығы, а меня yok. Қап, балық қап. Деген хитті бүтін орындамай қарайлар. Шынды гениальный мотор ерді, ген ядым, мен ядым. Ну, Татарстанға я давно пишу песни. Да? Конечно, уже лет 10. Вы думаете, откуда у них хиты? А правда, что да, кстати, вы думаете, откуда у татаров хиты? Все Рустам Агайдан, Башкортостаннан келе. Все хиты, которые татары поют, это, между прочим, без язған. Это самое. Можно я скажу без? Можно без я скажу? Без язған. Понятно? Ана набиевтар думаете, неме? Хитовать тебе ерда. Просто так, что ли? Это без язған ерда. Башкорттар, между прочим. Это Рустам Агай. Да. Смотрите, я вот думаю, опять что ли вот так выступать? Урал, давай, Гин, оценку давай. Вот так нормально. Или вот смотри, Азалияның күлмәген тапты. Типа немножко рок-н-ролльщик. Артын бәйдәп қойдым, потому что ол нык ду. Короче, артын бәйдәп, уменьшается в размере. На какой-то бір бал таптым да. Вот так, короче, да. Колготки, сетка, на каблуках. Кейн протейн. Не, давай тогда первый лучше. Ты даже не видел же, как я А я уже одета. представил, я уже представил. Нет, давай посмотри. Что только не приходится видеть. Это жесть. Да, прикинь, при всех переодевать некуда. Здесь нельзя было переодеваться, нет? Здесь можно было переодеваться, нет? Здесь можно? Не знаю. Или здесь люди не переодеваются вообще? Ну раз начали, заканчивайте.
думаешь, кто это вообще вышел? Думаешь? Пиздец, пиздатый вообще. Смотрю, у нее ноги как бы рука до локтя. Ну вот я вот так хотела. Хорошо. Я бы так оделась. Да? Я бы так оделась. Может, поменяемся? Короче, Лиана, там давай песню «Сирень» вместе петь. Потому что где место «Сирень, сирень, сирень, сирень», это, между прочим, Лиана поет. Слушай, вот твоя куртка прямо подходит мне. Да? Давай попробуем. Давай, прикольно же. Ты в ней пел, да? Ты в ней пел? Да. Давай попробуем поменяться. Погоняй легенду. Прикинь, потом такие все кишелер говорят, беру джинсовка, Милюша сутта, и я скажу, что это джинсовка моя. Классно, Келиша? Ты думаешь, вот это стильно? Необычно, если честно. Вы вообще изменились, капец. Короче, достар, Ильгиз Абдрахманов щедрый подарок сделал башкирской домохозяйке. Милюша говорит, да, забери мою джинсовку, говорит. Она мне нафиг не нужна, говорит. Я тебе ее дарю, ты. Потому что как бы позориться в ее вещах, как бы, ну это ненормально. Киши вот цехын заказ, да, что? Ильгиз Абдрахманов подарил мне свою джинсовку. Мен сахнадан қорқам, поэтому я пою под фанеру. Я думаю, признаться в этом, типа... Зато честно. Честно, вот что мне нравится, Миляша поет, она честно все говорит, как есть. Алдап тұрмай. Вот так вот. Поэтому вот ваш выступление понравилось. Поэтому никогда мне не говорите, что анда ученицалардың результаттарын алдап берейік деп. Вот сын қыздар, вот когда оқырға келдегі, мен честно ведь сөйленіп. Я миллионы зарабатывать деп бәрі үйленмедім да. Ну, блин, вы не жалеете? Скажите по чесноку. Конечно, не жалею. У меня жизнь вообще на 90 градусов. На какой 90? 108 градусов аж повернулась, да. Сейчас новая жизнь. Ну, как бы, во-первых, работа мобильная, да. Вот, я сегодня приехала в Уфу с ноутбуком. Приехала, до вечера поработала и пошла на концерт. То есть завтра я поеду туда, куда-нибудь, какой-нибудь еще город, да, там поработаю. То есть работа всегда со мной, нету такого, что ты, вот, ага, я не смогу поехать, я работаю. Вот, в первую очередь мне, конечно, вот это нравится. Да. Кстати, вот эта свобода многим нравится, да, и быстро затягивает ее просто вот эта вот свобода. Потом в найме уже не могут работать. Это вообще, вот я сейчас не представляю вообще, что я в найме работаю, потому что у меня работа вот тоже всегда со мной. Это я взяла телефон, и все, моя работа всегда со мной. И такая же вот работа у менеджеров маркетплейса, просто у них вместо телефона ноутбук. Ну, у меня, допустим, я сейчас работаю 4 часа в день, а раньше мне 2 часа на работу приходилось добираться, 2 часа обратно. То есть 4 часа, которые я на дорогу тратила, я эти 4 часа просто работаю и зарабатываю. Да, меньше, чем в банке, но это сидя дома, и я все равно на дорогу не трачу, допустим. На обеды не трачу там. И вот опять-таки, на одежду да. не тратишься, дева, да? И самое главное, на одежду не тратишься, и нам блин. Нет, на одежду, конечно, наоборот, на Вайлдберрисе сидишь, и наоборот больше всего заказываешь, и деткам заказываешь. Вот это меня тоже вот дорога убивает на самом деле. Вот и мы сколько с девчонками общались, да, которые живут за городом, они все говорили, 2 часа тратим на дорогу. Подождите, сейчас я за заказом схожу быстренько. Блин, а где мой заказ? А, вот. Это что, 3 пива, это что? 3 пива, что ли? Я же одно только заказывала, что? Ну, Балтику 3. Ну, там же была Балтика 3. Нет, там же пиво у вас написано Балтика 3. Я говорю, одну Балтика 3 сказала. Смотри, было, мусульман егиттер пиво исәләр, блин.
Я прикидываю, я, короче, официантке сказала, Балтика 3, одну штуку тянем. Был, короче, Балтика 3, 3 штук istеген. Вы же сказали Балтика 3 ты. Мен там, ну мен пиваның название айттым, Балтика 3, одну штуку тянем. Мен башы, мә, сәң енді. Мә, қарағыз, кім бұнда отыра, мә. Мә. И мә. А? Ну, блин, тугең еще телефонға. Не говори, блин. Уралдың картаман төленік бет. Уралға ақса переведе. Айтам, блин, қойбат болды, блин. Сенің пивың. Вот это мохнатушку взять. Мне нравится так эта мохнатушка такая. Такая юмышақ қына, О, боже, все, домой. Іш бітті. Ой, мужик, не езешь, как я меня берет и катает. Любовница катает? Я прям любовница. А, ну что ли? Баяна берген какой-то бір құты баяна. Үйдештің ма? Алет, что ли, не барып үйдешің аңма? Есі балғас. Өзі келді бит мені қырға. Неме ты? Алтыдан тұрғана келді. Неме ты? Какой-то женщину не видели мы. Не видели мы ты? Қайып жүрмай мен. А, подожди, Алай жүрмейін. А что такое? Короче, достар мынау мужик келе, ана сеске тұтып тұрайық мен. Кім білуін Милеша, ярғанай. Ярай, ана битин көрет мәнік бәді. Любовница ана косу көте береді, представляете? Офигеть, да? Зачем он так стал? Как я сейчас выйду? Это секретная дорога. Ракмиран Газель, блин, придумал эту дорогу. Придумал эту дорогу, придумщик дорог, блин. Вот на что это похоже? На пиво. Откуда я знаю? На мочу. Я писать. Вот на мочу в анализ, когда мы едем. В смысле? Я не буду как писать. Ты что? А зачем тогда мне показываешь бутылку Лени Маккейма? Это цель. 12 целей себе ставить. 12 целей? Да, год. Год? Да, и Каждый месяц одна цель должна быть. Да, и стремиться к этому. Если ты к этому выполнишь, то ты победишь жизнь. 12 целей должно быть. У меня первая цель. Какая? Собрать грибы. Я буду загребать. Ну, вон, это моя цель. Дурацкая цель. Нормальная цель вообще. Дурацкая цель это. Офигенная цель это вообще. Третья цель — поставить себе цель. Вот. Не, нормально же. Третья цель — поставить себе цель. На следующий год. Ой, блин. Не, это же хорошо. Ой, бля. Не, дұрыс ты, блин. Дұрыс ты улигаешься? Почему? Ну как это? Третья цель — поставить себе цель. Ну вот, ты же должен выполнить это. Пятая цель — справить 23 февраля. 8 марта справляем. Жарим шашлыки с 1 мая по 4 мая. Потому что машина положена. Ну что так?